Если женщины подвергаются насилию, то женщины с инвалидностью вдвойне подвержены. Женщина с инвалидностью не убежит никуда. Мамлекет майыптыгы бар адамдарга карата зордук, зомбулукту кантип аныктайт? Когда посещаем населенные пункты, то при беседе с местными жителями, домкомов, обязательно опрашиваем граждан на наличие возможных фактов насилия. И в том числе, конечно, опрашиваем, если есть лица с инвалидностью. Майыптыгы бар аялдар зомбулукка көбүрөөк дуушар болушабы? Если женщины подвергаются насилию, то женщины с инвалидностью вдвойне подвержены, поскольку они не могут сообщить, не могут быстрее дойти до милиции, да? Не знают зачастую, у них довольно-таки низкая правовая грамотность. Угуу майыптыгы бар адамдар үчүн шашылыш байланыш боюнча эмне дей алабыз? Было бы хорошо установить тревожную кнопку, хотя бы. То есть, когда какая-то опасность, то она могла бы нажать на тревожную кнопку, и оно автоматом в 102 попадает, и 102 могут выехать по данному адресу. Майыптыгы бар балдар кайда кайрыла алышат? Да, на наш телефон доверия для детей с коротким номером 111 обращаются дети с инвалидностью, да, начиная от 7 лет и до 18 лет. Социалдык кызматкерлер майыптыгы бар балдарга кантип жардам беришет? Помощь включает комплекс мер. Это психологическая поддержка, это правовая консультация и помощь в подаче заявлений, обращений, это социальное сопровождение, помощь в организации медицинских обследований, временного убежища, консультации специалистов. Также это поддержка родителей, это обучение тому, как реагировать на стресс ребенка, как обеспечить безопасность, как взаимодействовать с органами защиты. Эмне үчүн зомбулук көрсөткөндөр майыптыгы бар аялдарды тандашат? Вот какая разница между женщиной с инвалидностью и без? Элементарно. Женщина с инвалидностью не убежит никуда. Майыптыгы бар аялдар сизге көбүнчө кандай суроолор менен кайрылышат? Ну, в основном это вопросы, связанные с насилием, с различными формами насилия, психологическое насилие, физическое насилие. Но также и встречаются вопросы трудового характера, например, вопросы незаконного увольнения, отказа в принятии на работу в связи с тем, что лицо является, лицом с инвалидностью, да. Инклюзия эмнеден башталат? Стереотипы по отношению к инвалидности в целом. Поэтому первое, что мы должны изменить, это изменить наше отношение к пониманию инвалидности. А это в наших головах. Без этого изменения сами по себе не начнутся. Мы за инклюзивное. Общество им Против насилия.